Безопасное лето. Под таким названием в парке имени Дегтярева прошло профилактическое мероприятие для ребят, отдыхающих в летних лагерях клубов «Гелиос». Около 300 мальчишек и девчонок показали не только свою спортивную подготовку, но и знание правил поведения дома и на улице. В современном обществе, очень быстро развивающемся, детей у нас опасность подстерегает на каждом углу, и их нужно предостеречь. Поэтому решили вот так вот составить такой график, план и придумать такое мероприятие, интересное для детей, чтобы их научить мерам безопасности. Знания ребят проверяли и оценивали настоящие профессионалы, сотрудники ГИБДД, МЧС и Центра медпрофилактики. На этих карточках представлены все наши службы экстренные. Они обязаны позвонить по нужному номеру, соответствующей карточке, и рассказать, как они должны действовать при звонке. В секторе ГИБДД участникам предстояло угадать знаки, вспомнить жесты регулировщика и безошибочно проехать импровизированный перекресток. Как выяснилось, с правилами дорожного движения многие ребята на «ты». Как правильно переходить улицу? Нужно сначала дождаться зеленого сигнала, прежде чем перейти дорогу. Надо сначала посмотреть налево, дойти до середины пешеходного перехода и посмотреть направо, а потом уже переходить дорогу. Но, пожалуй, больше восторг у ребят вызвала пожарная эстафета. Ведь здесь они смогли попробовать себя в роли настоящих огнеборцев. Более практичная сторона этой эстафеты – это преодоление препятствий, одевание боевой одежды, развертывание рукавных линий, подача в условный очаг пожара воды, поражение мишени. В среднем спецодежду пожарных участники соревнования надевали за 50 секунд. И это при том, что многие примеряли ее впервые. Как впечатление? Сложно было? Как вообще? Нет. Если были бы ботинки и штаны, было бы сложнее. Ну а чтобы попасть в струю воды из пожарного рукава в мишень, ребятам потребовалась не только сила и ловкость, но и меткость. 10-летняя Саша справилась с этой задачей за 35 секунд. Что нужно, чтобы справиться с этим испытанием? Ну, сначала прикрутить там шланг, и потом включить воду и шипсти этот мячик. Организаторы и участники соревнований уверены, такие мероприятия должны стать традиционными.